Все. Проверьте клавиатуру. Все. Сделать небольшую паузу, смотреть вперед и начнем. Добрый день. Меня зовут Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий. И сегодняшняя наша с вами встреча посвящена важному явлению, эмоциональному выгоранию сотрудников, работающих в помогающих профессиях, и в частности работающих в условиях детского дома. В принципе, тематика эмоционального выгорания является актуальной для многих помогающих профессий. И характеризует это состояние физическое, эмоциональное и умственное истощение у представителей профессий социальной сферы. Это и спасатели, и врачи, и учителя, и консультанты, и в том числе воспитатели. Возникновение истощения связывается чаще всего именно со сферой взаимодействия человек-человек, потому что именно такая сфера требует запуск эмоций сотрудника и включение так называемой психической энергии человека. Она расходуется в большей степени именно в такой сфере, профессиональной сфере. Вообще термин «эмоциональное выгорание» появился относительно недавно, это 1974 год, американский психолог Фрайденберг и психиатр, и оно характеризует психологическое состояние здоровых людей, здоровых, подчеркиваю, да, но которые находятся в интенсивном и эмоциональном общении с клиентами при выполнении своих профессиональных обязанностей. Клинически на сегодняшний день эмоциональное выгорание все-таки считается не болезнью, но предболезненным состоянием и относится к стрессам, связанным с трудностью поддержания нормального образа жизни. То есть все-таки эмоциональное выгорание в какой-то степени нарушает социальную адаптацию человека и, в принципе, нарушает ровный жизненный ритм человека. Первоначально эмоциональное выгорание определялся как состояние изнеможения, истощения, со стойким ощущением собственной бесполезности. Современные исследователи также подчеркивают, что эмоциональное выгорание может быть связано с формированием синдрома хронической усталости. В дальнейшем синдром эмоционального выгорания определили как потерю мотивации к работе в ответ на чрезмерные непереносимые обстоятельства, неудовлетворенность, которые реализуются в таком своеобразном психологическом уходе, в отключении от профессиональной деятельности и сопровождающейся сильным эмоциональным истощением. Затем ученые обнаружили, что такое эмоциональное возбуждение, потеря интереса к работе начинают сочетаться с негуманным отношением к клиентам, оказывают влияние уже на состояние, оказывает влияние уже на профессиональную самоидентификацию, на поведение человека в работе. И в связи с этим выгорание представляет все-таки собой такой приобретенный стереотип эмоционального реагирования, который позволяет человеку дозировать свой эмоциональный вклад, расход своих ресурсов именно в профессиональной деятельности. И поэтому в дальнейшем появились такие симптомы эмоционального выгорания. Во-первых, это эмоциональное истощение, то есть чувство эмоциональной опустошенности, постоянной усталости, снижение работоспособности, снижение яркости эмоций, безразличие к потребностям клиентов. Далее выделяется такой симптом, как деперсонализация. Это не стандартная, да, такая психиатрическая деперсонализация, связанная с раздвоением личности, а такая, скажем так, несколько другого порядка деперсонализации. Это снижение личностной вовлеченности в профессиональную деятельность, дегуманизация отношения к воспитанникам, то есть к объектам своей деятельности,
эмоциональная холодность, формализация контактов, черствость, цинизм и возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый характер, проявляться в таком внутреннем раздражении, сдерживаемом, а в дальнейшем уже прорывается наружу и приводит к открытым конфликтам с клиентами, с воспитанниками. Ну и третий симптом – это редукция личных достижений, это занижение значимости своих профессиональных успехов, возникновение чувства собственной, скажем так, несостоятельности в профессиональной деятельности. И зачастую профессионалы в сфере человек-человек не всегда понимают. Да? Проблема в том, что людям кажется, что я перестал что-то представлять из себя в этой профессии, я ничего не могу дать людям, я профессионал, скажем так, не совсем состоявшийся, да, начинают обесценивать свою деятельность и думают, что действительно являются плохими сотрудниками. А по факту на самом деле нарастает эмоциональное выгорание, с которым, в принципе, можно работать, и в дальнейшем профессиональный путь может продолжиться. Помимо симптомов эмоционального выгорания, также были выделены стадии эмоционального выгорания. То есть оно происходит постепенно, помимо нарастания симптоматики, да, можно еще выделить стадии. То есть, в принципе, выгорание как процесс можно разделить на 3 стадии. В нем профессиональные установки и поведение изменяются по негативному пути через 3 стадии. Вначале возникает дисбаланс между теми ресурсами, которые я как профессионал имею, ну, например, знания, мои ожидания от работы, то, что я хочу делать, и требованиями, которые предъявляет работа. Да, допустим, я хочу работать с маленькими детьми, мне приходится работать с подростками. Или я хочу работать только со взрослыми клиентами, а мне приходится работать с малышами. Да. Я хочу иметь хорошие какие-то стимульные материалы, да, но приходится распечатывать самому и так далее. То есть происходит вот этот вот дисбаланс и происходит нарастание стресса. Следующая стадия – это собственно, вот эмоциональное напряжение. То есть раньше я еще как-то не очень обращал внимание на сложности в работе. Здесь у меня нарастает эмоциональное напряжение, усиливается утомление, истощение. То есть я вот мне требуется больше времени на восстановление, я понимаю, что я не высыпаюсь, да, я понимаю, что организм мой не восстанавливается даже после отпуска. Ну и третья стадия эмоционального выгорания. Уже возникает целый ряд изменений в установках и в поведении, именно уже во взаимодействии с объектом деятельности, с клиентами или с воспитанниками. Ну, появляется механическое бездушное обращение с клиентами и так далее. То есть эмоциональное выгорание – это такой появляющийся в ответ защитный способ, индивидуальный, преодоления стресса, связанного с профессиональной деятельностью. В том случае, если индивид использует адекватные способы преодоления стресса, да, о нем мы поговорим в дальнейшем, вероятность возникновения эмоционального выгорания уменьшается. Использование же неадекватных способов или неиспользование адекватных способов преодоления стресса ведет к формированию эмоционального выгорания. Кроме того, еще говорят о наполнении, скажем так, ну, есть другие классификации стадий, которые наполняют уже вот смыслами, да, стадии эмоционального выгорания, то есть как процесс увеличивающегося разочарования, развивающийся в 4 этапа. То есть если себя помните, да, на первых этапах работы, то есть первый этап – энтузиазм, когда профессионал имеет чрезмерно большие надежды, нереалистичные ожидания, он полон энергии, работа занимает в его жизни важное место. То есть это либо вот начальная стадия работы, либо вот начало нашего, в принципе, профессионального пути. Далее вторая стадия – это стагнация, то есть высокие ожидания значительно уменьшаются,
уменьшаются, акцент переносится все-таки уже с работы на удовлетворение собственных потребностей, то есть пытаемся совместить цели рабочие с целями личностными, там получение профессионального статуса, социального статуса, финансового статуса с помощью работы. В том случае, если, допустим, на этом этапе не получается, что-то не складывается, возникает третья стадия эмоционального выгорания, фрустрация, и появляется такое чувство возрастающей беспомощности, начальные ожидания не оправдались, личные потребности не удовлетворены, например, продолжает оставаться низкая заработная плата, недостаточная поддержка, например, в коллективе, частые конфликты. Вот все это способствует появлению эмоциональных, когнитивных и уже даже физических симптомов. Ну и следующая, четвертая стадия – это стадия апатии. То есть профессионал допускает уменьшение количества контактов с клиентами и коллегами, появляются цинизм, безразличие, то есть нарастает такое эмоциональное отстранение, собственно, от объектов деятельности. Ну и вот ближе к нашему времени, в 2004 году, была выделена пятиступенчатая такая прогрессирующее, не спадающее, да, развитие эмоционального выгорания. То есть, похоже на вот предыдущую классификацию, да, то есть первая стадия – это медовый месяц, то есть человек доволен работой, с энтузиазмом относится к заданиям, по мере продолжения рабочих стрессов пытается их решать, да, но постепенно работа начинает приносить меньше удовольствия, энергичность уменьшается. Далее следующая стадия – недостаток топлива, то есть появляется усталость, апатия, проблемы со сном. При отсутствии дополнительной мотивации и стимулирования у работника быстро теряется интерес к своему труду, исчезает продуктивность деятельности, и в случае высокой мотивации он может продолжать, конечно, пользоваться внутренними ресурсами, но так как они не восполняются, идет уже ущерб своему здоровью. Следующая стадия – это уже появление хронических симптомов, то есть работа приводит к измождению, подверженности заболеваниям, хронической раздражительности, обостренной злобе, уже постоянному ощущению подавленности, загнанности в угол, и уже начинает переживаться ощущение постоянной нехватки времени. Вот те люди, которые постоянно повторяют фразу «у меня нет времени», «у меня очень много работы, мне некогда, я не успеваю». Мы можем предположить, да, что это уже стадия хронических симптомов, потому что, в принципе, успешные бизнесмены и, в принципе, успешные люди, если есть такие в вашем окружении, вы от них не услышите такой фразы, что мне не хватает времени. Да? Так, и следующая стадия, четвертая стадия – это кризис, то есть развиваются уже заболевания, в результате которых человек частично или полностью теряет работоспособность, усиливаются переживания неудовлетворенности собственной эффективностью и уже качеством жизни. То есть эмоциональное выгорание, оно уже на этой стадии уходит из чисто профессиональной сферы, оно начинает распространяться на общее ощущение неудовлетворенностью жизни, в том числе может уходить в семью, да, и на уровень уже физиологического здоровья. Ну и последняя стадия – пробивания стены, то есть физические и психологические проблемы переходят в острую форму и уже могут провоцировать развитие угрожающих жизни заболеваний. То есть появляются проблемы, ставящие под угрозу здоровье, не говоря уже о карьере и качестве семейной жизни. То есть последствия эмоционального выгорания достаточно серьезные, и пропускать мимо себя, да, и не обращать внимания на вот этот момент недопустимо.
Какие последствия могут быть у эмоционального выгорания? Во-первых, это соматическая дезадаптация, да, то есть формирование каких-то уже вот таких вот соматических, патологических состояний, которые могут переходить в хронические, да, или даже достаточно сложные по течению заболевания. Это невротическая дезадаптация, то есть формирование таких состояний и уже развитий, да, личности, которые, но уже будет сложно преодолеть. Да, то есть, например, формирование, допустим, эффективного способа реагирования, такого злобного, да, не только уже в профессиональной деятельности, а в семье и, в принципе, уже при постоянном межличностном взаимодействии. И психологическая дезадаптация, то есть это уже появление специфических способов реагирования при постоянном личностно-средовом взаимодействии. То есть человек становится достаточно специфическим, и вы можете, например, по себе, либо по коллегам отмечать, что раньше это был радушный человек, да, открытый, идущий к детям, и вот постепенно, с течением времени, человек стал, ну вот, совершенно иным, да, то есть замкнутым, раздражительным и так далее. Впоследствии эмоционального выгорания проявляются на нескольких уровнях, то есть эмоциональные последствия. Это появляется, важно понять, что эмоциональное выгорание профессиональное, оно в дальнейшем перейдет в том числе и на другие сферы жизни. Это возникнет и недостаток эмоций, да, и в принципе такой стиль реагирования, как пессимизм, цинизм, черствость и в работе, и в личной жизни. Это и хроническое состояние безразличия и усталости, это нарастающее ощущение беспомощности, безнадежности, это и раздражительность, агрессивность, это усиление тревоги, иррационального беспокойства, неспособности сосредоточиться на чем-либо. Это и могут возникнуть депрессивные состояния, нарастающее чувство вины. Это могут быть в том числе частый плач, да, какие-то непонятные душевные страдания, потеря профессиональных перспектив и профессиональных идеалов, ну и нарушение собственной такое нарушение восприятия людей. То есть люди начинают восприниматься как безликие, как манекены, да, равнодушное такое отношение к людям. И преобладание чувства одиночества. То есть нарастает вот это вот желание избегать социальный контакт, уменьшается круг друзей, уменьшается потребность в каких-то событиях ярких, меньше ходим в театр, кино, в принципе, вот начинает пропадать желание вообще как-то вносить разнообразие в свою жизнь. Физические последствия. Помимо нарастания усталости, физического утомления, истощения, может изменяться масса тела, то есть либо снижаться, либо увеличиваться. То есть если, допустим, замечаете за собой непонятные изменения веса, да, это может быть симптомом именно эмоционального выгорания. Недостаточный сон либо бессонница появляются, в целом ухудшается состояние здоровья, затрудненное дыхание, одышка, неясные этиологии, да, то есть идете к врачу, непонятная этиология, тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, может появиться тремор, артериальная гипертензия, системы кровообращения, нарушение, заболевания системы кровообращения и желудочно-кишечного тракта в том числе. Поведенческие последствия. Начинаю сокращать рабочий день, с нежеланием иду на работу. Во время рабочего дня появляется усталость, желание чаще прерваться, отдохнуть, сложности в принципе включиться в новое задание, сложность начать делать какие-то шаги, безразличие к
тому пообедаю я на работе или нет. Снижение физической нагрузки, вообще перестаю гулять, ну уже о спорте и речи не может идти. Оправдание употребления алкоголя, либо каких-то других, оправдание других зависимостей. Учащаются несчастные случаи. По дороге домой все чаще и чаще ломаю руку правую, которой пишу. Да? Подобное может наблюдаться у деток, да, как вот такая соматическая реализация, нежелание идти в школу, да, у взрослых не идти на работу. И импульсивное какое-то эмоциональное поведение. Ну, когнитивные нарушения, да, могут нарастать, то есть уменьшение интереса к новым теориям, идеям в работе, уменьшение интереса к альтернативным подходам решения проблемы, скука, апатия, в принципе, потеря к профессиональной интереса к профессиональной деятельности, предпочтение стандартных шаблонов, рутины, нежели творческий подход, да, не хочу его применять, цинизм к новшествам, нововведениям, пассивное участие или отказ от участия в каких-то экспериментах, тренингах, в повышении уровня образования, ну и в целом формальное выполнение работы. И социальные последствия: нет времени, энергии для социальной активности, уход из жизни, досуга, хобби, социальные контакты начинают ограничиваться только работой, да и те скудные и ненасыщенные эмоциями. Ощущение изоляции и недостатка поддержки со стороны друзей. То есть появляется ощущение, что все враги, никому я не нужен, все мною пользуются и так далее. К сожалению, вот эмоциональное выгорание, оно носит, ну, условно, скажем так, но тем не менее инфекционный характер, да, в кавычках, но тем не менее эмоциональное выгорание способно заражать других сотрудников и для организации тоже имеет достаточно такие сильные последствия. То есть это и высокая текучесть кадров, потому что находиться в выгоревшем коллективе тяжело, молодым специалистам тяжело адаптироваться в таком коллективе, да, потому что, ну, в эмоционально черством, не поддерживающем, снижается, в принципе, вовлеченность сотрудников в работу. При появлении каких-то проблем, вместо того, чтобы решать проблемы, начинается просто поиск козла отпущения, да, повесить на кого-то проблемы, по факту их не решая. Появляется режим зависимости в виде гнева в отношении руководства, да, мне проще ненавидеть руководителя, чувствовать себя беспомощным, безнадежным, нежели опять решать какие-то вопросы. Развивается критическое отношение друг к другу у сотрудников, возникает недостаток сотрудничества среди персонала, происходит падение инициативности у сотрудников, общий рост ощущения неудовлетворенности работой и проявление негативизма в отношении своей роли и вообще функции самого учреждения. То есть и непонятно, чем мы здесь занимаемся, непонятно зачем. Причины эмоционального выгорания вообще, в принципе, любой помогающей профессии, в том числе сотрудников учреждений, детских домов, педагогов, это вот постоянный контакт с людьми, которые часто находятся в затруднительном, неблагополучном положении, которым нужны помощь, сопереживание. Как вы понимаете, сопереживание – это переживание чувств, сходных с чувствами клиента. То есть по факту на начальном этапе, когда мы еще не выгоревшие, мы через себя пропускаем вот эти вот все нюансы чувств наших клиентов, ну и в вашем случае воспитанников. Это сложно, это тяжело, и постепенно начинают нарастать определенные защитные механизмы. То есть это одна из основных причин. Но кроме того, есть внешние факторы, да, то есть, в принципе, деятельность
связанное с интенсивным общением, провоцирует эмоциональное выгорание, организационные сложности в работе, которые не решаются. То есть если мы видим бесполезность, да, там, заявления о каких-то сложностях в деятельности, что даже там на 10% не происходит улучшение, это влияет на возникновение эмоционального выгорания. Высокий уровень ответственности за жизнь и здоровье детей. То есть это предполагает сильное фоновое эмоциональное напряжение, причем хроническое. Неблагополучная психологическая атмосфера в коллективе, конфликты. Это усиливает вероятность возникновения эмоционального выгорания. Трудный контингент воспитанников, требующих особых навыков взаимодействия. Необходимость контролировать в хроническом режиме собственные слова, поступки, особые условия контроля, постоянного контроля своей эмоциональной сферы. Это, в свою очередь, также усиливает эмоциональное напряжение. Необходимость дополнительной работы по постоянному саморазвитию с использованием разных современных технологий обучения. То есть нужно постоянно двигаться вперед. На фоне этого также, если в этом нет перерывов, может возрастать эмоциональная вот такая усталость. Кроме того, экстремальные условия связаны с психотравмирующими ситуациями. Это в том случае, если работаете, например, с детьми с ОВЗ, да, то есть это постоянная психотравмирующая ситуация, столкновение со специфическими проявлениями специфического здоровья детей. Внешние факторы, их огромное количество, устанем, да, скажем так, описывать. Кроме этого, есть еще внутренние факторы, то есть это наши личные особенности, которые провоцируют в том числе возникновение эмоционального выгорания. Это и склонность к эмоциональной сдержанности, то есть все коплю в себе, не делюсь, не прорабатываю, да, какие-то эмоциональные сложности с близкими, с друзьями, либо на профессиональных каких-то лечебных группах. Повышенная впечатлительность, чувствительность также может провоцировать возникновение эмоционального выгорания, глубокое переживание ситуаций, случившихся в профессиональной деятельности, психотравмирующих таких, утрата смысла своей профессиональной деятельности, и личностные такие особенности, как неумение планировать время, перфекционизм. Далее немножечко поговорим об этом. И в том числе организационные, да, причины есть. То есть все зависит не только от наполняемости профессиональной деятельности, моих личных особенностей, да, и в том числе и некоторые нюансы в организации работы провоцируют возникновение эмоционального выгорания. Это и высокая рабочая нагрузка, которая неуправляема, то есть у меня нет возможности на нее повлиять, я полностью от нее завишу и не могу где-то ослабить ее, да, то есть с таким нет элемента управления этой рабочей нагрузкой. Отсутствие недостаточная социальная поддержка со стороны коллег и руководства. То есть если у меня нет возможности договориться по сменам, да, договориться с руководителем о каких-то нюансах, да, по, скажем так, личным вопросам, да, отвести ребенка куда-то, и это всегда в постоянном режиме такое состояние, то риск нарастания эмоционального выгорания возрастает. Недостаточное вознаграждение за работу, как моральное, так и материальное. Невозможность влиять на принятие важных решений, то есть когда я всего лишь навсего винтик, который зависит от внешних условий. Двусмысленные и неоднозначные требования к работе. То есть с одной стороны мне говорят о том, что я должен вкладываться в ребенка, да, а с другой стороны, когда я начинаю проявлять какую-то инициативу, мне говорят, это нельзя делать, да.
Постоянный риск штрафных санкций, выговоры, увольнения, судебные преследования и так далее увеличивают риск. И однообразная, монотонная, бесперспективная деятельность также влияет. Отсутствие выходных, отпусков, интервалов, таких вот нормальных интервалов для восстановления организма, скажем так, если они отсутствуют, то также эмоциональное выгорание возрастает. Я так понимаю, что для вот именно детских домов есть такая вот проблема именно нормального отдыха и формирования нормального графика, отпускного графика. Ну и кроме того, необходимость проявлять внешние эмоции, которые не соответствуют реальному состоянию. То есть иногда идем к детям, там внешне улыбаемся, внутренне, да, чувствуем себя не очень хорошо. Ну, в целом, я думаю, стало понятно, да, что это такое явление серьезное, которое зависит как от уровня, организационного уровня, да, учреждения, насколько налажены процессы рабочие, насколько налажены культура решения возникающих проблем в организации, да, насколько экологично создана, скажем так, культура восстановления физического, эмоционального сотрудников в учреждении. Но также вот это явление зависит и от каких-то, от наполненности, да, профессиональной, от начинки, скажем так, да, насколько удовлетворяет профессия человека, да, и условия, в которых он работает, в том числе и от личных каких-то возможностей, последствия достаточно серьезного эмоционального выгорания. Но оно не является неизбежным, то есть коррекционные профилактические шаги могут предотвратить стресс, ослабить влияние негативных профессиональных факторов психологических и, в принципе, исключить или уменьшить степень эмоционального выгорания. Ну, все знают, я думаю, эта фамилия на слуху, Ганс Силье. В 1936 году канадский ученый предложил концепцию стресса, то есть стресс как неспецифическая реакция организма на любое напряжение. И он же предложил разделить вот понятие стресса на два, скажем так, вектора эустресс, то есть это положительная эмоциональная реакция, которая возникает на нагрузке. То есть мы как бы в ситуации нагрузки встрепенулись, собрались, да, рванули, что-то изменили и получили положительные какие-то изменения в жизни. И другой вектор – это дистресс, то есть в случае возникновения каких-то напряжений возникает эмоционально-стрессовое состояние, которое отличается неприятными переживаниями и приводит к дальнейшим каким-то нарушениям. Ну и в принципе он же сказал, что есть факторы, которые способствуют переходу стресса в эустресс, то есть в положительный стресс. И есть факторы, которые способствуют переходу стресса в дистресс. И это, в принципе, такие факторы. То есть, чтобы наш стресс перешел в положительный стресс, да, а мы в нем не упали и не начали переживать, в принципе, этому способствует пожизненная тренировка, формирование у себя положительного эмоционального фона. Мгм. То есть это и использование опыта решения подобных проблем в прошлом и умение выстраивать позитивный прогноз на будущее. Здесь очень помогает перейти стрессу в аустресс, одобрение действий, наших действий со стороны социальной среды. То есть очень важна социальная поддержка, да? И наличие достаточных у нас ресурсов для преодоления стресса, а копилку ресурсов жизненных, да, мы также создаем сами. Ну и факторы, которые наоборот переключают стресс в вектор дистресса, это сокращение уровня получаемой нами информации. То есть закрываемся, не ищем информацию и принимаем решения на
очень узком спектре информации. Это и склонность прогнозировать негативные варианты развития ситуации, именно вот такой наработанный, да, наработанное с годами негативное мышление. Это и не желание преодолевать чувство беспомощности, да, то есть такая выученная беспомощность, зависание на этом этапе. Это и неиспользование ресурсов своих, не накопление их и не использование помогающих ресурсов из социальной среды. Ну и кроме того, отмечают, что стресс это не просто встреча с каким-то объективным стимулом, да, то есть, ну вот произошла какая-то ситуация сложная. Решающим значением здесь имеет оценка индивидом происходящего события. То есть, в принципе, стресс начинается с восприятия события самим человеком. И затем идет уже, в зависимости от того, как мы оценили событие, идет выработка механизма, как мы справимся со стрессом. То есть механизм совладания со стрессом или научное слово копинг стратегии поведения в стрессе. И вот здесь-то как раз-таки наш ученый Курпатов, старший Курпатов, не младший, да, популярный который, он выделяет тех, кто при стрессе занимается поиском новой информации для контроля и разрешения ситуации, и тех, кто в подобных ситуациях закрывает глаза на происходящее, стремится либо от нее отвлечься, либо начинает избегать информацию, связанную со стрессом. И как раз-таки вот совладающее поведение, оно, конечно же, является предпочтительным при возникновении любых сложностей в профессиональной деятельности, либо в личной сфере. И оно реализуется на основе личностных ресурсов и социальных ресурсов. Что поможет вот совладать, да, в стрессе, какие личностные ресурсы. Ну, это, во-первых, адекватная я-концепция или простыми словами адекватный уровень самооценки, то есть позитивная самооценка. Это первый нюанс. Второй нюанс – это внутренний локус контроля, то есть простыми тоже словами говоря, это когда мы не перекладываем вину на окружающих людей и обстоятельства, а смотрим все-таки наш вклад в возникшую ситуацию и меняем свое поведение или взгляд на ситуацию. Конечно же, это именно тренировка оптимистичного мировоззрения, то есть отслеживание в себе каких-то пессимистичных сценариев и изменение их все-таки в сторону оптимистичного мировоззрения. И это формирование вокруг себя сильной такой социальной сети, имеется в виду не ВКонтакте, да, а именно формирование межличностных, крепких межличностных связей. Это способствует и здоровью, и в принципе при возникновении сложных ситуаций быстрому поиску выхода за счет каких-то именно социальных ресурсов. Ну и важно, конечно же, верить в свою способность действовать так, чтобы поступки привели к желаемому результату. Люди с высоким ощущением самоэффективности проявляют большую настойчивость в решении тех или иных сложных ситуаций. Также важную роль играют элементы социального окружения, которые выполняют несколько функций. Это и эффект щита, то есть социальное окружение снижает стрессовые события и увеличивает в жизни количество позитивных событий. Это друзья, да, это может быть соратники по вашему любимому досуговому занятию. Это эффект
благоприятной оценки существующей действительности, то есть когда мы погружаемся в одиночество, в самоизоляцию, очень многие события в нашей жизни воспринимаются более остро, а вот как раз-таки социальное окружение, оно снижает эту остроту оценки ситуации. Кроме того, социальное окружение играет роль эмоциональной разрядки, буферизации, то есть уменьшают и страхи, и напряжение. И, в принципе, способствует возможности привлечения большего количества ресурсов для решения проблем. Что снижает ресурсы организма и способность более оптимистично воспринимать возникающие сложные ситуации. Ну, во-первых, это перфекционизм. С одной стороны, да, это стремление все сделать в профессиональном плане как можно лучше, то есть это стремление к совершенству, но тем не менее появляется такая нереалистичная установка всегда и во всем быть лучше всех. Это гонка за вот этим вот условным совершенством, предъявление чрезмерных завышенных требований к себе и к окружающим, что приводит к нарастанию не только внутреннего напряжения, но и к нарастанию напряжения при профессиональном взаимодействии с вашим окружением. Мотивационной основой перфекционизма является вот такой сильный конфликт достижения, при котором мотивы стремления к успеху и избегания неудачи становятся очень сильными. Да? Ну а по факту к ошибкам способны все. Но люди с перфекционизмом гораздо тяжелее переносят фактор ошибок. Также снижающим ресурсы организма является полное растворение в другом и слабость границ своего «я», как раз-таки то, что присутствует у сотрудников, работающих с детьми. И нарушение границ своего «я» проявляется, например, в несоблюдении временных каких-то режимов, да, то есть остаемся на работе дольше, там не разделяем время, которое мы должны потратить на семью, мы ее тратим на других, по факту на чужих людей, да, и также неудовлетворенность возрастает. Кроме того, противоположное может быть явление, но тем не менее слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, то есть когда я не вкладываюсь, не делюсь знаниями, навыками, она также способствует эмоциональному выгоранию, потому что в принципе родительская функция, она присутствует в том числе и в профессиональной деятельности, то есть потребность делиться опытом, знаниями, если она не реализуется, накопленные энергетические такие ресурсы, они также начинают играть разрушающую роль в жизни профессионала. И также является важным фактором необходимость профессионального роста. Здесь может быть не столько профессионального статуса, то есть расти в должности, сколько именно ощущать себя профессионалом. То есть в том случае, если я не чувствую, что я профессионально расту, я начинаю выгорать в своей профессии, потому что, по-честному я понимаю, что я там, хуже где-то других, да, где-то не дотягиваю, но при этом не прикладываю определенных усилий, да, и вот этот внутренний конфликт, он тоже начинает разрушать постепенно. И ролевые конфликты, либо ролевая неопределенность, либо ролевая перегруженность, то есть я и директор, я и завхоз, я и там, допустим, жилетка для плакания на работе, да, то есть либо мне не нравятся эти мои роли, либо их слишком много, либо это недостаточно ролей, да, это также способствует эмоциональному выгоранию. Ну и, конечно же, замечено, что в сильных таких корпоративных организациях, где все-таки уделяется внимание корпоративному качественному взаимодействию, эмоциональное выгорание наступает реже, нежели в разобщенном коллективе. И кроме того, у людей с высокой мотивацией в профессиональной деятельности, у которых происходит слияние с работой, то есть они полностью начинают отождествлять себя со своей работой, считают ее высокозначимой в своей жизни, также в случае, допустим, неудачи может возникнуть достаточно сильный стресс, да, потому что работа заняла, скажем так, 98% их личности и их жизненных каких-то приоритетов.
Ну и последний момент скажу, что люди, обладающие негативной аффективностью, то есть это те, кто привыкли воспринимать все происходящее в жизни именно с негативного ракурса, чаще выгорают, нежели те, кто привыкли все-таки действовать какими-то оптимистичными сценариями. И последнее такое направление, может быть, слышали, там, терапия осознанности, принятия, говорят о том, что именно осознанное восприятие жизни не, скажем так, когда идет течение, да, такое независимое от меня жизни, а именно осознанное восприятие жизни также является профилактикой эмоционального выгорания. То есть никогда я являюсь такой щепочкой, которую в профессиональном плане несут непонятно в каком направлении, а все-таки я определяю то, что происходит у меня на работе, также является важным компонентом профилактики эмоционального выгорания. И вот это осознанное восприятие жизни состоит из 3 компонентов. Первое – это принятие на себя безусловных обязательств, то есть я включен в то, что происходит вокруг меня, то есть у меня есть определенная концепция, ну, и я реализую какие-то свои все-таки профессиональные линии, да, ну, либо семейные, неважно, там, спортивные, еще какие-то. То есть я проявляю все-таки лидерство, да, в том, что я реализую именно вот в своих каких-то, реализую свои жизненные сценарии, а не то, что мне предлагает, ну, окружение, обстоятельства жизни и так далее. Второй компонент, мы о нем говорили, это все-таки внутренний локус контроля, то есть я ищу пути влияния на результаты, даже пусть стрессогенных каких-то изменений, а не впадаю в состояние беспомощности, пассивности, ну, в позицию жертвы. Ну и третий компонент – это все-таки вызов, способность принять вызов. И любые переживания, даже негативные, я воспринимаю как ситуацию, которую необходимо пройти для того, чтобы выйти, ну, там, на какой-то другой уровень. Да? Воспринимаю как стимул к развитию, а не как угрозу. Угу. Ну и, в принципе, в профилактике, как вы поняли, синдрома эмоционального выгорания нужно задействовать несколько уровней. Это и личностно все-таки ориентированный уровень, это когда человек проходит терапию, как-то все-таки влияет на способы регуляции своего эмоционального состояния, формирует конструктивный стиль поведения, повышает свои ресурсы активно, да, не ждет, что когда кто-то придет и предложит ему заниматься там каким-то интересным спортом и так далее. Это все-таки второе направление, это профессионально ориентированные методики, да, когда мы повышаем свои профессиональные компетентности, формируем значимые для нас приоритеты в работе, решаем планомерно возникающие проблемы, умеем конфронтировать, да, ну, адекватно конфронтировать и адекватно защищать, да, свои какие-то позиции. И активно используем социальную поддержку. И все-таки немаловажную роль играет создание здоровьесберегающих именно организационных условий. Это и существование новых проектов в учреждениях, это все-таки повышение образовательного уровня сотрудников, участие в семинарах, конференциях, да, это и периодическая совместная работа с коллегами, то есть когда я не одиночка, да, а есть какие-то командные вещи, и участие в работе профессиональных групп, которые выше меня по уровню, для того, чтобы я все-таки видел какие-то перспективы своего профессионального развития. Ну и есть такие нюансы, да, про которые можно поговорить. Ну, например, даже то, что я транслирую вовне своему окружению и даже, например, тем же самым воспитанникам, это мне и возвращается, да, ну, то есть такой круговорот психической энергии в природе. Например, если я увлекаю себя хорошими делами, да, то и я способен увлекать других хорошими делами. И, в принципе,
это же окружение затем вовлекает меня, ну, скажем так, в интересные проекты. Если я вдохновляюсь личными успехами и умею радоваться успехам своего окружения, то, соответственно, и окружение возвращает мне примерно то же самое, да, ну, в том случае, если я качественно выбираю свое окружение. Если я хвалю других людей, подбадриваю, нацеливаю на какие-то достижения, да, в том числе и воспитанников, то, соответственно, и у воспитанников появляется желание к чему-то стремиться. И наоборот, например, есть такие, скажем так, негативные посылы, да, которые в свою очередь стимулируют негативную активность психики у наших воспитанников либо у окружения. Например, склонен заниматься самоедством, самообвинением, я начинаю отыскивать плохое и в других людях. И, соответственно, окружение возвращает мне то же самое. То есть они ищут ошибки и что-то негативное в моем помещении. Если я проецирую на других привычку накручивать себя и накручиваю их, то, соответственно, и у моих воспитанников формируется именно такой способ реагирования в ситуациях. И так далее. Да? То есть вот важно понимать, что при взаимодействии с воспитанниками и с окружением нужно понимать, что, какие энергетические разряды, да, я проецирую на окружение. Ну вот коротко о эмоциональном выгорании. Я думаю, вы понимаете, что это сложное явление, да, и которое может захватить, в принципе, всю организацию в том случае, если не решать эти вот возникающие нюансы на ранних стадиях и не заниматься этим, в том числе на организационном уровне. Ну и немножко все-таки мы проговорили о каких-то личных моментах. На сегодня все. Спасибо вам большое. Надеюсь, информация будет для вас нужной.